Понятие минимальной обязательной доли закупок российских товаров и ее достижений заказчикам, практика решений и новый национальный план развития конкуренции, утвержденный правительством Российской Федерации на ближайшие 2 года. ФАС работает над формированием долгосрочного и понятного для участников рынка порядка исполнения полномочий службы, поддержания баланса между производителями и потребителями. Основные приоритеты в работе – содействие созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию конкуренции. Об этом говорили на встрече с журналистами в региональном управлении контролирующего органа. Мадина Джанхотова присутствовала. Общественный совет при Ингушском УФАС России существует с 2019 года. В спектр задач членов совета входит выявление нарушений антимонопольного законодательства, контроль за исполнением поручений и выданных предписаний. Ежеквартально проводят заседания, обсуждают итоги и задачи. Основной вопрос повестки сегодня – обсуждение нового национального плана развития конкуренции, который утвержден правительством России на ближайшие 2 года. По данному плану на Республике Ингушетия необходимо будет внести свой план, разработать свой план, внести его в ФАС России на согласование, и дальше мы должны его отработать. Именно общественники, которые у нас сегодня находятся, они являются представителями бизнес-сообщества Республики, социально ориентированных организаций. Поэтому мы надеемся, что с их помощью, благодаря тем предложениям, которые прозвучат от них, мы все это сделаем, внесем план, и это все послужит во благо нашей республики, и в том числе и инвестиционно привлекать, чтобы улучшилось, и экономическое состояние республики улучшилось. Добиться стопроцентного выполнения предыдущего плана, по словам Батыра Тачиева, не удалось, хотя в этой работе наблюдалась положительная динамика. Сейчас важно постараться разработать эффективный план и сделать все для исполнения поставленных целей. Также сегодня подвели итоги проведенной работы по ранее выданным предписаниям в результате выявленных нарушений 2 администрациям городов Магас и Сунжа. Нам указывали на признаки нарушения, допущенной администрацией города Магас при создании и функционировании организации, которая называется муниципальное казенное учреждение. Это МКУ «Зеленхоз» города Магас. Мы рассмотрели данное обращение, выявили нарушения, выдали предупреждение администрации города. Предупреждение было исполнено в срок, и теперь данной организации запрещено быть в одном лице как заказчиком, так и исполнителем муниципальных услуг. Сунжанская администрация должна отреагировать на требования антимонопольной организации ликвидировать одно из муниципальных унитарных предприятий, которое было создано в прошлом году. Сроки исполнения предписаний еще не истекли, но и ответные меры пока не поступили. Данное муниципальное унитарное предприятие работает на конкурентном рынке, то есть это рынок, где не должно присутствовать государство, хозяйствующие субъекты. То есть любой предприниматель, если сказать простым языком, не юридическим, то любой предприниматель имеет право заниматься этой работой. Но когда этой работой занимается государство, то все предприниматели вытесняются из этого рынка. Вот чтобы этого не было, мы выдали предупреждение, что этот МУП он должен быть ликвидирован. По словам руководителя Ингушского УФАС, это уже второе подобное предупреждение, выданное именно на территории республики, нарушающее деятельность предпринимателей со стороны органов власти, который не останется без применения мер административного воздействия. Мадина Джанхотова, Малас Гагиев, Мадина Мардиева, Вести Ингушетия.